Как бы работники Сыктывкарской телестудии не трудились, в 90-е на канале РТР продолжали ограничивать вечерний эфир местных компаний, пока он не составил всего 1,5 часа. В то время доля эфира на коми-языке была примерно 1/5 часть. С принятием в республике новой конституции этот объем собирались поднять до половины, что так и не было выполнено. В 98-м Комигор был преобразован в дочернее унитарное предприятие ВГТРК, что совпало с периодом централизации СМИ. Благо, студии удалось сохранить двуязычное вещание, но их кино недолго продолжало свое развитие. В 2004 году Нина Чадоромцева на Сыктывкарской телестудии экранизировала на коми-языке русскую повесть «Уляшовы», и фильм этот показали в самых разных селах республики. Он повествует о трагических судьбах жителей деревни Бадьёльск. Отсюда на фронт ушли и не вернулись 112 человек с такой фамилией. Стоит отметить, что в этом 2025 году в рамках празднования 80-летия Победы фильм отреставрировали и снова показали в селах и городах республики, но в русском переводе. Последний художественный фильм «Як Морт» этой студии был снят в следующем, 2005 году, совместно с Печорским театром «Фантастическая реальность» и входящей в него студией «Печфильм». В процессе экранизации коми-легенды о лесном чудовище были использованы как элементы анимации и 3D-графики, так и подручные средства – целлофан и простынь. Часть этого фильма записывали буквально в подвале Печорского театра. Любопытно, что сама студия «Печфильм», основанная Евгением Будкиным и Андреем Аксеновым, обычно занимается лишь записью спектаклей, но несколько раз она бралась и за такие сложные проекты. В 2006-м Комигор был преобразован уже в филиал ВГТРК. Предвидя дальнейшую потерю местной телестудии, глава Коми Юрий Спиридонов еще в 1996-м издал указ о создании государственного телевизионного канала Республики Коми. И только в 2000 году был создан канал, который сегодня носит название «Юрган» – «Звучный». В 2005 году Нина Чадоромцева с тогда еще Коми-республиканским телеканалом сняла свой последний художественный фильм «Радий Чемьилы-Швичт» – рассказ о любви. Действие его, как и всегда, разворачивается в Коми-деревне. Парень влюбляется в молодую красавицу, но она этого не замечает. К сожалению, ознакомиться с полным фильмом на сегодняшний день возможности нет, так как Юрган не выкладывает его в свободный доступ и не включает телепрограммы. Проработав 40 лет, Нина Маркеловна вышла на заслуженную пенсию, но после ее ухода никто так и не брался за создание профессиональных художественных коми-фильмов. Говорят, она была первой и последней. Остается надеяться, что ее наследие Зарни Кут когда-нибудь вдохновит новых авторов. Сама Нина Чадоромцева все еще горит желанием заниматься своим любимым делом, но понимает, что уже отдала себя всю. Мне думают, ах, Господи, они нам не ночные. Вынес меня маму с тюрьмы. Дай деньги, мы там не ветили, корчим деньги, нам был какой сценарий, когда мы покты, сейчас их бюджет. И сейчас кошали, сотили вообще. Потому что секунда мои, а чем мне вынес объем, очень все.